мы решили с Аделиной и Рустам Робертовичем зайти поздороваться. Я его вообще 100 лет не видел. Да, кстати, на психотерапию. Пускай он мне тоже мозги промоет. Здрасте. Здравствуйте. Рустам Робертович здесь? Да. Ну ладно. О, здравствуйте, Рустам Робертович. Наконец-то, наши любимые и неповторимые. Вы нажмите, говорит, Рустам Робертович, блогер такой, даже камеру включить забыл. Силой мысли. Мне кожа обвисла, что-нибудь нет от кожи обвисшей. Есть? Я же резко похудела. Чего вы мне комплимент не говорите, Рустам Робертович? Ты вообще постройнела. Похудела — это неправильное слово. Худо, корень. Да? Она говорит, постройнела. Построение. Да, так Спасибо. что этот... И все, что ли? А похорошела? Ну, ты вообще помолодела. Тебе сейчас 35 лет. Капельница можно дать. от обвисшей кожи есть что-нибудь такое? Есть. Вы правильно, кстати, шеловитая. Кстати, достар, многие мне говорят, что я сейчас стала похожа на свою маму. Я сама уже начала замечать. И Альберт говорит, что я даже ворчу, как мама теперь. Представляете? Те препараты не сама капала, мен курсом 5 взяла. Вот именно вот этот препарат мне понравился тем, что, вот, например, мен после смены устаю, прихожу домой, сейчас, ну, то есть сразу лягу, да, а потом, например, прихожу, прокапалась, прихожу, я все уже, то есть домашние дела сидел, потом только ложусь. Вот у меня столько энергии появляется, вот в этом плане вообще мне понравилось. У вас кожа какая красивая вообще. Спасибо. Зульфия, самое главное, меня кожа какая, мне энергия не так падает. Ну, кожа тоже поможет, потому что, видите, глутатионные сепара, они хорошо работают. Сюда смотрим. Нет, туда не смотрим, сюда, мы тут. Как ребеночек маленький. Вы все укол тогда курхами. Для меня укол это вообще, блин, какой-то. Нормально, все хорошо. Зато потом как хорошо будет вам. Как раз мы с тобой проверяем щитовидку. Щитовидка чистенькая у тебя справа. Щитовидки все у меня хорошо. Так что Да. можете не переживать за мою щитовидку. А это УЗИ мы показывать не будем. Все, достар. Все, полный чекап прошли, капельницу сделали, психологическую помощь от Рустама Робертовича получили. Сразу же наполнились силами и пошли домой, доктор. Вам тоже рекомендую РГ-клиник, обязательно Киеве. Вы все знаете, что я здесь уже поселилась. Кстати, у меня давно здесь не было, да. Ну да. Посекретничаем, посплетничаем. Мы вообще с Аделиной очень любим сплетничать. Уже, а что вы туда без меня? Чего меня не ждала? Думаю, вот туда ботаться, что ли, сделать. Видишь, у меня одна сторона упала. Ну, так вот, не поможет в этом деле. Думаешь? Ну, там как гиалурон надо исполнять. Ну, не вот, филлер какой-то. Да, филлер надо, на него дать. Я боюсь, что-то. Ну, филлеры это уже прям гиалурон, как губы делают, только в лицо. Ботокс надо было делать, ну, типа, когда вот, ну, как, типа, когда заломы только начинаются, чтобы они не продолжали, чтобы мышцы отключились, тогда надо было ботокс делать. А ты вообще в блоге рассказывал, что ты пьешь антидепрессант? По-моему, да. Да? Кстати, доктор, Аделина сидела на антидепрессантах. У нее депрессия была. Прикиньте, ей ее психотерапевт прописал антидепрессанты. Я вообще, конечно, переживала, боялась, что она подсядет на них. Вот, как я с них слезла, интересно. Короче, я сходила в РГ-клиник, и, короче, Рустам Робертович сказал, мы тебя прокапываем витаминную капельницу. А там, короче, ядерная доза витамина В6. А вы знали, что В6, оказывается, и в целом витамины группы В участвуют в работе наших нейромедиаторов. Как раз-таки то, что делают антидепрессанты. В6 меня так хорошо успокоил. Я вот до сих пор, я, получается, неделю назад, вот в понедельник прокапалась, и мне так хорошо, ни разу. Я вот прям не пью антидепрессанты, мне так хорошо все равно. А чё ж ты раньше твой врач об этом не сказал? Я не знала об этом. Какой-то антидепрессантка сразу подсела. Я не знаю, мне никто не говорил, что надо В6. Аделина собралась в спортзал качаться. А я ей говорю, давай, говорю, лучше испечем курник, сделаем зимний салат. А в спортзал завтра пойдешь. Она быстро поддается уговорам. А потом говорит, что я толстею. Вот когда тебя зовешь, да, куда-то кушать, ты сразу соглашаешься, между прочим. я это не скрываю. Да, да. Кстати, мы с вами курник еще ни разу не готовили вместе. Да. Это наш первый раз будет курником. Вот. Тут вон какие-то непонятные действия совершаются. Зачем заливать масло кипятком? И подсолнечное масло. Зачем? Это у нас будет тесто. Тесто так вкуснее будет. Еще смотри, я что положу. Да, Вот. мы же ППшно Практи- решили. Мгм. ППшный? Ну да, типа в груду масла ППшный йогурт. А что, вот ППшный, он не вкусный ведь то? Да? Вообще. А что ППшный вкусный? Это
в целом можно привыкнуть. Ну, вот, короче, еще әсеген йогурт сала достар. Әсеген йогурттарды мен қазір тестіға қала баштадым. Выглядите как вот эти вот старые сервисные чайники же есть у моей бабушки в сервисе. Вот вы сейчас выглядите как... Точно. Или как матрешечка. Матрешка. Вот еще прокисшая сметана у меня есть. Ее тоже положим. И будет тесто просто офигительно бомбически вкусно. Все. Опа! Ты видела, что это было? Обалдеть! О боже, я вообще испугалась! Нормально. Ничего не взорвалось, да? Это что было, Нянкуте? Знаешь, как будто палец ударилось, больно было. Мне страшно туда заглядывать даже. Это что за кефир такой? Может, он ожил? Ну-ка. Ну Биологическое ладно, оружие. нормально. Положим, он даже с кипятком. Наоборот, наверное, будет хорошо еще. Я думаю, может быть. Все. Офигеть, какой-то был кефир, тут аштар гарак, наверное, он же бродить начал. Короче, вот такие приключения. Приезжайте сюда готовить. Это не совсем безопасно, но весело зато. Вот такой взрыв был, обалдеть. Ужас. Я вообще перестала. А что, прикиньте, с соседями типа поругаетесь, вот так вот кефир берете. И кидайте. Да, и кидайте в них, типа они его открывают, а там сюрприз. Бомба замедленного У действия. меня аж крышка в палец ударилась и больно было, Ну, прикинь. там, посмотрите потом свою реакцию, такая смешная, она запоздала на пару секунд, я думаю, а что на нее орет, а потом как заорали, думаю, ух У ты. меня сначала шок, наверное, был. Если бы я все свои истории, вот такие веселые, которые вам рассказывала бы в Инстаграме в Reels, я бы давно, наверное, набрала бы очень много. А что не рассказываешь? Я Рассказывай. не знаю, как будто бы я не хочу, чтобы вам потом писали всякие, типа, что она там ходит, творит, вот это все, как будто, не знаю. Ну да, ну, у меня же много приключений, просто я вам об этом лично рассказываю. Ага. А там еще что-то все увидят, что вам мозги делать, типа, что вы за ней не следите, вот это все. Сейчас взорвется. Понюхай, как сырое тесто. Прям взрывно пахнет, да. Вкусно же очень, я вообще люблю тесто. Он такой хорошенький. Очень вкусненькое будет, увидите. Разные же люди приходят. Ну, кстати, давно ко мне гости не приходили. А ты кого попало, не зови? Нет. Ну, такие ко мне вообще... Ко мне только вы, это... Ты после меня, что ли, полы солью моешь? Не, вы тоже давно, кстати, не были же в гостях. А Белина, оказывается, доктор полы солью моет, Только прикиньте. полы, стены, окна, все. Но потом пришлось, конечно, пройтись обычной водой, потому что разводы остаются. Да, ну ты даешь, ты меня удивила. Я от этого я не могу так спокойно резать, потому что для меня прям Вот так, вообще... Басак, ты что? Нам не надо потом мужиков никаких. А что, Басак к мужикам? Да, Басак сейчас типа к мужику. Мужик придет. Я сегодня буду ножами раскидывать. Еще один ритуал я придумала. Я сегодня ножи буду метать дома в пол. Оказывается, многие думали, что я после операции перестану готовить, раз я сама не ем. А нифига подобного, я готовлю так же. Божественный курник, мы никогда в жизни такого не ели. Я уже из деревни заказала доктор сливочное масло, майское масло. Капец, жирный пирог, наверное, будет. Бисмиллахиррахманиррахим. Вот смотрите, бисмиллахиррахманиррахим, все, он уходит в духовку. Как-то раз пошла гулять я с иностранцем, он ее до дома провожал. Пригласил меня, оказывается, он на танцы, а потом под окном, стоя на коленях, он шептал. Не по-русски, конечно, а так шептал, по-иностранному. Russian, Russian girls, my baby, give me only love. Russian, Russian, Russian girls, you take my soul. Russian, Russian, Russian girls, my baby, give me only love. Russian, Russian, Russian girls, you take my soul.
Вот мой пирог испекся, Дустар, смотрите. Это курник, между прочим. Вот начинка. Посмотрите, какая. Вот, сок прямо офигительный. Сок есть, да. Очень вкусный получился пирог. Сейчас будем с Аделиной пить чай. Второй вот этот громадный, вот он стоит здесь. Он похож на беляш. Это уже не курник, это огромный беляш настоящий. Вот. Сейчас будем пробовать. Мы, короче, еще вайны отсняли пару штук с Аделиной. Мы хотим, короче, с Аделиной замутить серию вайнов «Мать и дочь». Азаля со мной не снимается, поэтому Аделина будет сейчас со мной сниматься. Мать и мачеха. Мать и мачеха, нет уже таких приколов. А кстати, интересно, есть мать и мачеха что-нибудь такие приколы? Разные. Слишком сложная тема для того, чтобы... Блин, без Почему? Полизнули его? А чё? Фу! А чё такого? Ну не надо так делать, ну не знаю. Ну грязный же. А чё, слюна, она лечебная, между прочим. Да. Даже раны слюной, между прочим, облизывают. В зал бы сегодня сходить после него. Очень вкусный. Только Вообще. его бы и ела. У Аделины любовь к пирогам. Угу. Хоть она оценивает мою еду. Классным пирогам. А так пироги я не особо люблю. Да? Угу. Вот так вот. К моим пирогам. Если ты возьми. Да. Аделина мои и пироги любит, и пирожки, и блины. Одна, между прочим, оценивает всегда. Говорит, вкусно, Леша. А Альберт и Азалия уже до такой степени привыкли, что они вообще надо выпрашивать. Вкусно, Матига? Нормально. Это было что-то сейчас, слушайте. Она лежит такая, очки у нее вот здесь. Она такая, блин, да где мои очки? Ужас. Прикинь, да, я сразу вспомнила свою бабушку, как она искала свои очки, а у нее здесь были. Вот так. Я тоже становлюсь как бабушка уже, все. Какой кошмар. Фантастика, говоришь? Да. Какая фантастика! Альберт арбуз мне принес. Вот, смотрите. Я вообще впервые буду арбуз пробовать. Такой вкусненький. Интересно, а мне косточки можно глотать? Нельзя. Почему? Арбуз вырастет. Я сегодня с таксистом поругалась, потому что ему плохую звездочку поставила. А я заказала такси, а через 12 минут было написано, что приедет. Он приехал, короче, через 20 минут. А что так долго? Мне там заправиться надо было, что там, 1-2 минутки. Я говорю, так я опаздываю. Вот мне уже вести даже не хочется, типа сразу так с негативом зашли девушка. Ну, то есть я теперь еще и виновата. Я ему говорю, вы опоздали, приехали через 20, теперь я еще виновата, хотя я вас без нагона типа спросила, почему так долго. Но я ему плохую звездочку все равно поставила, потому что нечего было грубить. Кого-то напоминает мне очень сильно. Ваша школа. Вы говорите, что собака ваша чувствует, кто хороший, кто плохой. Я не пришла ругаться. Конечно, полаяла, она накинулась на меня. Когда? И сегодня, и до этого сколько раз это было уже? Нет, как мне не стыдно врать? А вам как не стыдно врать получается? Я же вам зимой много раз звонила, просила, давайте поговорим, обсудим, а вы даже не захотели выйти. Я же вам говорю, да, она лает и кидается, выходит на дорогу. Да все, Дорогина уже жалуется на вашу собаку, о чем вы говорите? Конечно, все жалуются на вашу собаку. Очень много примеров, между прочим. У вас даже отзыв по дому, посмотрите, про собаку вашу написано. Вы не уважаете своих соседей, не уважаете своих односельчан. Держите такую собаку, да, вот, просто так, без привязи, без намордника. И вам даже не стыдно такие слова говорить. Я просто удивляюсь вам, да? Вот дети ходят, а ваша собака спокойно здесь гуляет. Гулять хочет собака. Мы тоже хотим гулять. Собака должна на привязи быть. Не уважаете своих односельчан и своих соседей. Вы наплевательски относитесь к просьбам людей. Много раз просила привязать свою собаку. Много раз просила, чтобы собака была на привязи. Потому что мы здесь вот гуляем по дороге, вот тротуарная дорожка, видите? Мы гуляем туда-сюда, возле ихнего дома. Вот, поговорить нормально не удалось.
Полицию тут раз вызывали, полиции это нафиг не надо. Сейчас придется, не знаю, главой администрации сходить нашей местной, но мне кажется, тоже никакого толку не будет. И вот мы еще и виноваты, прикиньте. Не гуляйте здесь, собака тоже должна здесь гулять. Кто жалуется? Да никто не жалуется, кроме вас. Слышали? Ее собака никого не трогает, что жалуюсь только на ее собаку я одна. Поэтому я хочу собрать людей и подать коллективную жалобу. Кто от этой собаки пострадал? Я знаю, что очень многие пострадали от этой собаки. Это овчарка огромная. Мне сами лично люди писали, жители этого Дорогина. Но почему-то они тоже подавали жалобы, и никакой реакции со стороны администрации, со стороны полиции не было, оказывается. Жалобу сделаем, подпишите? Ну, наверное. Ладно. Да? А? И чё? И теперь нам надо бояться, что он хозяин Вайлдберрис. Понятно. Ставлю эту коллективную жалобу в магазине. Я не знаю, это что, не смешно вообще-то. В магазине оставлю, чтобы все могли подписаться Да, там. чисто только твоя подпись и еще какого-нибудь этот Если вы не трусы, если не боитесь, а то вон видите, некоторые люди, оказывается, боятся. Что они говорят? Типа, он же, говорит, хозяин Вайлдберрис и Озон пункта выдачи. И мало ли что он может нам сделать. Так говорят же, вот видите. Поэтому, если вы не боитесь хозяина Вайлдберрис и Озон, в магазине коллективная жалоба будет лежать. В каком магазине, я вам скоро скажу. Завтра. Сейчас приду, сначала составлю эту жалобу. Ольга, хозяйка собаки, говорит, она же вас не кусала, не кусает. Значит, получается, ждем, когда она меня покусает, что ли, или еще кого-нибудь, блин, комары, или еще кого-нибудь загрызет. До печального случая мы, короче говоря, ждать будем, что ли. Это же очень опасно. Огромная собака, да, она для своих хозяев миленькая, хорошенькая, добрая собачка. Но для чужих людей она ведет, чужими людьми она ведет себя по-другому. Мы для нее представляем все-таки опасность, раз мы гуляем возле ее дома без конца туда-сюда, туда-сюда. И, конечно, она, наверное, воспринимает это как опасность.